Давным-давно, в незапамятные времена, существовали три государства, три великие державы, которые производили самые необходимые продукты. Первая производила пиво и звали ее Пивария, вторая бочки, Бочкария, и третья производила порох, Китай. Бочкария много лет поставляла бочки Пиварии, пока Китай не изобрел порох. Порох нужно было куда-то помещать, чтобы он не отсыревал, и Китай потребовал у Бочкарии ее бочки. Но бочек не хватало на обе страны, и перед Бочкарией встал трудный выбор, кому продавать бочки, Пиварии или Китаю. И было решено собрать совет, где три лидера этих трех великих держав начали свои дебаты. Нам нужна ваша бочка. Пороха долго нельзя, и пороха быстро засыревает. Я категорически уверен, что бочки должны достаться нам, чтобы мы хранили в них свое пиво. Неправильно тратить такой отличный бочка на такой ужасный напиток. А ну молчать, глупый узкоглазый. Бочки нужны нам. Когда собираешься вечерком за пивко, лучше попить его из бочко. Наша бочка, если это хорошие деревянные бочки, пощеночки. А ну заткнись. Ну что же, Бочкария подумала и решила, что все-таки бочки присуждаются Китаю, так как вы, Пивария, всегда напиваетесь и ломаете наши замечательные бочки, наши дети, наши творения. Вы портите их, поэтому Китай получает наши бочки. Слава великая Бочкария! Бочки нужны нам! Если вы не дадите нам их, мы сами заберем их, тупая Бочкария! Я объявляю тебе войну! Решение было принято не в пользу Пиварии. И Пивария сдержала свое обещание. Началась война. И вот войска Пиварии подошли уже к самой столице Бочкарии. Как вдруг в Пиварии закончились бочки. Пиво было некуда девать. Его приходилось пить сразу после его производства. И это оказалось переломным моментом в войне. Пиванцы перестали чувствовать боль, страх и перестали понимать, за какую сторону держать меч. Они начали терпеть одно поражение за другим, пока не стало ясно, что война проиграна. Пивария стала увядать. Все дрались, совокуплялись с первым попавшимся предметом. Люди не могли выйти из дома, так как в принципе не могли встать. Все катилось к чертям. Страна умирала. У короля начала отказывать печень. Он не мог встать и дойти до пивной. Он вышел из запоя и принял судьбоносное решение для всей страны. Он обратился к Наемарии, стране, которая производит 3 наемников. О, моя голова! О, моя печень! Даю всем приказ! Идите в Наемарию и наймите мне весь город, дабы они защитили нашу честь! И тогда приказ короля был выполнен. Вся страна была нанята. Все 3 были непьющими. Это было спасение для Пиварий. Так началась история 3 отважных героев. Тун-тун, ту-ду-ду-дун, тун-ту-ду-ду-дун, тун-ту-ду-ду-дун.